Пурнеде салам, Сиримбече вошла галажар каларам, тогда он Ердюжееда, Эльдияр Александров. Всем привет! С вами передача «Говорим по-чувашски» и я ее ведущий Эльдияр Александров. Говорить по-чувашски – это прежде всего не о языке, а о мировосприятии. Мы можем говорить на любом языке, но по-чувашски. Итак, а мы начинаем. Сегодня у нас в гостях 4 удивительных человека, которым предстоит показать свои знания чувашского языка и чувашской традиционной культуры. Давайте же с ними познакомимся. Инна Хлынова, 22 года. Работник музейно-туристической сферы. Родилась в Буинском районе Республики Татарстан. Ее хобби – песни и танцы. Резил Шарафудинов, автор и исполнитель песен, аранжировщик, студент-музыкант. 18 лет. Родился в Комсомольском районе Чувашской Республики. Хобби – футбол. Кристина Данилова, студентка, член общественной организации «Хастар». Родилась в Урмарском районе Чувашской Республики. Увлекается песнями и танцами, спортом и вышивкой. Василий Иванов, актер, режиссер, 33 года, родился в Цивильском районе Чувашской Республики. Увлекается гитарой и любит снимать забавные ролики. Правила нашей телевикторины очень простые. Существует 5 вопросов, на которые предусмотрены 4 варианта ответа. Вопросы различной степени сложности, они охватывают все сферы жизни чувашского народа. На обдумывание каждого вопроса мы даем 10 секунд. У вас в руках находятся таблички с цифрами от 1 до 4. Каждый из них соответствует определенному варианту ответа. За первый вопрос вы получаете 1 балл, за второй вопрос 2, за третий 3 и так далее. Градация очевидна. За 10 секунд вам нужно выбрать вариант ответа, который покажется вам наиболее правильным. Но после того, как вы уже подняли табличку с номером, отменять ответ нельзя. Поэтому он засчитывается как окончательный. Каждый ответ нужно будет обосновать. У вас есть 2 помощника – знание и удача. Я желаю вам удачи. Спасибо. Внимание, первый вопрос. Мэрилин Монро когда-то сказала, что это является лучшим другом девушек. А Анита Луз считала, что это всегда выглядит новым. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о какой-то драгоценности. Так вот, как это произносится на чувашском языке? Подсказка: в Санкт-Петербурге есть чувашский хореографический ансамбль с таким названием. Варианты ответов. Селем – первый вариант, второй вариант – мерджень, третий вариант – кевер и четвертый вариант – ахах. Василий, почему ты решил, что нужно выбрать второй вариант ответа – мерджень? Мерджень – это бриллиант или нет? Ну, это драгоценность. То есть… Ахах мерджень, да, ахах, по-моему, это жемчуг все-таки. Хорошо. Кристина? Тоже думаю, что это какая-либо драгоценность, и поэтому из всего этого мерджень мне более знакомые. Более знакомые, хорошо. Резил, почему ты выбрал третий вариант ответа? Ну, тут можно исходить из татарского слова «гавер». Родственные слова получаются, «г» и «к» заменяется, а «гавер» – это бриллиант. Инна, ты почему решила выбрать вариант ответа мерджень? Я просто поддерживаю Мэрилин Монро, и, как она сказала, лучший друг девушек – это алмазы, драгоценности, и мерджень, я вроде помню то, что это алмаз. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Итак, третий вариант ответа – кевер. Действительно, существует хореографический ансамбль кевер в Санкт-Петербурге. А мерджень, который почти все выбрали, это у нас кораллы. Поэтому правильный вариант ответа – кевер. Хорошо, я не ожидал, что первый вопрос вызовет столько затруднений, но тем не менее мы идем дальше. Мы переходим к вопросу, который связан с традиционной обрядовой жизнью чувашского народа. Итак, внимание, второй вопрос. Традиционная религия чувашского народа держится на 2 китах – поклонение силам природы и почитание предков. В одном известном мультфильме «Тайна Коко» показывается мексиканский День мертвых. Согласно обрядовому календарю, в этот день души наших предков могут посетить землю. У чувашей тоже есть аналогичные верования. Какой из традиционных обрядов, помимо щимик, мы можем связать с Днем мертвых? Варианты ответа. Первый – агадуй, второй – калам, третий – сургури, четвертый – щенебюрдяшки новоселья. Инна, почему ты решила выбрать третий вариант ответа? Ну, агадуй – это уяв, праздник. Калам от слова «калым», я подумала. Но я забыла успешно, когда празднуется в Сургури, и я решила третий вариант. Кристина? Я долго думала, Сургури или Калам, но почему-то Сургури
выбрала и все. Понятно. Так, Василий. В порядке исключения. Знаю, что такое Агадуй, Сургури и Шенбердишки. Я не знаком вот с названием Калым. Осталось только выбрать этот вариант ответа. Хорошо, Резил. Сурхури – это Новый год, я знаю. Василий, Шенебурт. И остается Калым. Ну, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, это второй вариант – Калым. Ну, давайте я вам напомню, что такое Калым. Наверное, вы все празднуете Мангун, кроме Резил. Вот, на праздник Мангун существует еще два обряда. Один из них – Калым, Калым-гунге парагавитха. Калым-гун, Калым-гач, может, слышали. И другой обряд – Сырень. Верховые называют Вирем. Калым как раз-таки связан с тем, что души мертвых в это время выходят на нашу землю. Происходит от финно-угорского слова «колма», связано с мертвыми. Поэтому Чувашский день мертвых – это, в общем-то, в какой-то степени Калым-гун. Хорошо, ответами мы довольны, идем дальше. Третий вопрос. Третий вопрос мы посвятим одной из главных особенностей чувашского традиционного костюма. Узор кеске вышивался на нагрудной части женских рубах. Всех женских рубах считалось, что он является оберегом женской силы, защитой от злого взгляда и нечистых сил. Что представляет из себя узор кеске? Итак, варианты ответов. Мир и солнце, дерево и птицы, забор, очистительный огонь. Так, хорошо, вижу ваши варианты ответов. Давайте обсудим. Вы все единогласно выбрали первый вариант ответа. Вася, почему? Ну, честно говоря, либо мир и солнце, либо забор. Два варианта ответа у меня, но остановился на первом. Хорошо, Кристина? Это изображение на груди девушки, как за мир и во всем мире, за теплоту, солнце, теплота, и поэтому я выбрала первое. Хорошо, очень интересная трактовка. Резил? Мир и солнце – тут самые красивые слова. Не, на самом деле, я знаю, что чуваши считали, что мир квадратный, но не только чуваши, поэтому выбрал первый вариант. Хорошо. У меня Инна? тоже первый вариант. Просто женщина, олицетворение домашнего уюта, очаг, и поэтому я выбрала мир и солнце. Мы услышали различные трактовки. Ну, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Вы все правы, это действительно мир и солнце. Притом некоторые исследователи говорят, что кеске – это прежде всего отражение мира, кеске – зеркало. Другие исследователи говорят, что это солнце. Но мы решили, что это объединяет все, и солнце, и мир. Поэтому поздравляю вас с общей победой. А мы идем дальше. У нас четвертый вопрос. Четвертый вопрос мы посвятим музыкальной культуре Чувашии, потому что нашу родину называют краем 100 тысяч песен. Мы приведем строки из песни. «Сквозь звезды я увидел путь, не для нас ли его проложили? Щелдер видер щул куранать, пиремвали маршищав». Какому жанру чувашских традиционных песен принадлежат эти строки? Песни о небесных светилах – первый вариант ответа. Второй вариант ответа – гостевые песни. Третий вариант – песня обряда Сырень. Четвертое – рекрутские песни. Интересно. Но самый интересный ответ у Инны. Давайте, Инна, начнем с вас. Почему вы решили, что есть песни о небесных светилах? Я не знаю, я просто решила. Песни о небесных светилах. Хорошо. Резил, ты выбрал второй вариант ответа. На самом деле, не слышал вот эти строчки Я вообще. тоже не слышала вообще ни разу, поэтому... Не знаю, вот про обряд вообще не слышал, тоже рекрутские вряд ли. Поэтому второй вариант выбрал. Хорошо, Кристина. Тут сказано, я увидел путь, может, зовут в гости. Хорошо. Василий, ты выбрал четвертый вариант ответа. Да. Рекрутские песни. И Почему? он абсолютно верный. Я уверен в этом. Ну, мы играем спектакль «Ялда». В начале спектакля поет песню. Это как раз-таки песня, когда вот проводы в армию. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Ага, это действительно рекрутские песни. Песня одна из самых известных, наверное, из рекрутских. Встречается практически у всех этнографических групп Чувашии. Действительно, «Щелдер видер щул куранать», «Сквозь звезды я увидел путь» относится к рекрутским песням. Хотя, возможно, встречается в гостевых, но это надо уточнить. Итак, ответ на четвертый вопрос мы получили. Идем дальше. У нас впереди заключительный пятый вопрос. Заключительный вопрос мы посвятим выдающимся людям из Чуваш. Итак,
Этот человек был чрезвычайно одаренным. Им создано множество поэтических произведений. Он сам сделал печатную машинку. Он мастерил мебель, рисовал портреты и картины, переводил различные произведения на чувашский язык. Одним из его произведений является трагедия «Шуйтан-Чури» «Раб дьявола». Кто это? Первый вариант ответа – Василий Митта. Второй вариант ответа – Михаил Сеспель. Третий вариант ответа – Яков Ухсай. Четвертый вариант ответа – Константин Васильевич Иванов. Хорошо. Итак, давайте обсудим. Кристина, почему? Я думала, это Василий Митта или Михаил Сеспель. Ну, выбрала Сеспеля. Выбрала Сеспеля. Инна? Просто Константин Васильевич Иванов. И все. Этим все сказано. То есть произведение у него такое есть? Я не знаю. Хорошо. Вася? Я играю в спектакле «Вариюн Лажим Жиджун». Он как раз-таки про Константина Иванова. Он мечтал вообще писать и картины, он хотел поступить и в академию. И помимо этого он действительно начал вот данную поэму, закончил ее, своей интерпретацией Яков Ухсай. Хорошо. Резил? Константина Васильевича я выбрал, потому что я знаю биографию его. И вот недавно сходили в драмтеатр. Я вот так с переводчиком сидел. Мне очень понравилось, реально. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Это действительно Константин Васильевич Иванов, поэтому поздравляю всех, кто выбрал четвертый вариант ответа. Насчет трагедии «Шуйтан-Чури» мы знаем, что Константин Васильевич Иванов начал ее писать, но не закончил, а Яков Ухсай закончил. Кстати, в этом был смысл, чтобы это запутало, но не запутало. Хорошо, итак, давайте мы подведем итоги и выберем победителя. Итак, мы подвели итоги. Девочки, молодцы. С отрывом в 3 балла победил Вася. Поздравляем. Спасибо. Резил набрал 11 очков, это тоже очень здорово. Итак, с вами была передача «Говорим по-чувашски», ее ведущий Ильдияр Александров. Мы поздравляем победителя Василия Иванова и говорим, что он действительно чавашла калачать. Сегодняшняя передача нам показала, что один язык – это один ум, 2 языка – это 2 ума, а 3 языка – это 3 ума, потому что все 3 языка, которые здесь сегодня представлены, нам понадобились. Давайте же стремиться быть самыми умными. До следующей встречи. Чебер Юлар.